На сегодняшний день ситуация следующая. Завтра последний день, крайний срок, когда мы должны получить или не получить регистрацию. И будем признаны или не будем признаны кандидатами в президенты, вице-президенты Республики Абхазия. На сегодняшней пресс-конференции, так мы условились, должны были быть и Астамур Отурба, и Артур Анкваб. По техническим причинам так получилось. Вот сейчас, что вот я с Астамуром только говорил, Отурба, Астамур Михайлович на встрече, он попытается успеть прийти. И в любом случае, даже если вот сейчас он не успеет прийти, по результатам завтрашнего заседания Центральной избирательной комиссии мы втроем дадим развернутое интервью, и свое видение не только я представлю, и Астамур Айба, но и другие кандидаты, президенты и вице-президенты. Ситуация следующая. Вот смотрите, документы мы подали 16 числа, мы не получили ни отказа, ни согласия. На самый крайний срок, на самый последний день по закону отложено разбирательство. Вчера было заседание по нашему вопросу, по вопросу нашего штаба, по вопросу штаба Отурба и Анкваб. 7-7 поделились, насколько мы знаем, члены ЦИК при голосовании. Так и не было принято решение. Вообще уникальная ситуация складывается, вы знаете. Если уж нам решили отказать, то, может, лучше было отказать сейчас, гораздо раньше. Если у нас проблема в подписях, если у нас проблема в чем бы то ни было еще. Если вы отказали бы нам раньше, мы можем через суд это оспорить, привести людей. Вот, допустим, вы выбраковываете 250 подписей. Мы обращаемся в суд. Приводим в суд людей, которые там, с паспортами поставили свою подпись, они подтверждают, что это их подпись, и мы идем на выборы. В случае отказа получается вообще уникальная ситуация. Выборы, по сути, уже начались. Регистрация завершена у большинства. Проходят встречи, пресс-конференции, встречи с избирателями, доступ к СМИ полный. А мы вдогонку будем по судам таскаться и пытаться доказать, что мы, дескать, не мошенники и так далее. Вот это наши подписи и так далее. Вот изначально невыгодная ситуацию поставлены три штаба вот наших. Мы за честные выборы, мы за равные возможности. У нас, у нашей команды нет таких гигантских информационных ресурсов, своих средств массовой информации. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, потому что у нас у каждого, у политика, свои средства массовой информации, свои блогеры. У нас на энтузиазме все построено, финансовые возможности наши несопоставимы. В нашей команде нет экс-чиновников ни от власти, экс-чиновников ни от прошлой власти, нету и ни от нынешней. Нет депутатов, нет генералов, нет министров бывших. Мы пытаемся конкурировать с довольно серьезными соперниками. Мы пытаемся донести свою повестку дня. Мы хотели бы получить возможность объяснить то, что мы предлагаем. Мы не боремся за голоса. В плане того, что вот на 25 августа, чтобы вы, вот, допустим, Виталий Нисфа, вот, проголосовали за нас. За кого угодно голосуйте, они прекрасные люди. Вопрос в другом. Мы боремся за ваши умы, за ваше мышление. Мы хотим, чтобы люди начали мыслить так, как мы предлагаем им мыслить в плане экономики, в плане реформ государственного управления. Мы хотим в этом плане одержать победу. Просто там подвести избирателей, договориться с родственниками, открыть большой штаб и так далее. Там. Дело не в этом абсолютно. Мы хотели бы получить наконец-таки ответ да или нет. Если нет, то мы будем иметь возможность, успеем. 29 дней до выборов осталось. 29 дней. Некоторые журналисты иногда нас упрекали в том, что мы начали озвучивать свою программу до получения регистрации.
Позвольте, у нас есть политики, которые озвучили на телевидении свои программы за 2-3 месяца до выбора. Представляли свои, как это называется, команды, рассказывали о программах. То есть кому-то можно на телевидении, а кому-то даже в Facebook нельзя. Да? Это даже не двойные, тройные стандарты. Мы хотим честного, открытого диалога. Мы хотим диалога с политиками на основе аргументов. А вместо этого у нас получается такой какой-то непонятный диалог. Наши аргументы повисают в пустоте, а потом нам анонимы отвечают, дескать, вот ерунду вы предлагаете и так далее. Да? Мы хотим честной конкуренции. Мы хотим сыграть ясную политическую игру, не в темную. Мы никого не будем просить о том, чтобы нас, пожалуйста, вот членов избирательной комиссии, проголосуйте за нас и так далее. Мы никому не будем обязаны. Никому. Мы обязаны только вот 3000 граждан Абхазии, которые дали свои подписи за Астамура Айба, за меня. Да, вот им мы обязаны на самом деле. А больше никому мы не хотим быть обязаны. Мы не хотим никаких договоренностей не будет, ни о чем. Наша договоренность простая. Давайте договариваться. Декларирование чиновника собственности, конкурсный подбор кадров, прямые выборы глав администрации, поддержка малого бизнеса. Вот это договор. А то, что вы Астамура или меня назначите на должность министерства по спорту и так далее, это не договоренность. И знаете что, мне вот заседания, вот эти ЦИК, при всем уважении ко всем членам ЦИК, я их очень уважаю, это очень хорошие, уважаемые люди, но эта вся история мне напоминает нашу историю с законом о декларировании чиновниками собственности в парламенте. Вроде все согласны, а окончательное решение не принимается. И аргументов вроде против нет. Ну, внятных, настоящих, серьезных аргументов. У нас законы не работают, это не аргумент, это детский сад. Прежде всего, я благодарю всех присутствующих за внимание, за то, что нашли время прийти. Я хотел бы подчеркнуть, что все 3 кандидата, которые на сегодняшний день не зарегистрированы, они не являются представителями власти, а также не экс-чиновники, не экс-министры, не экс-депутаты. Это не те лица, которые распределяли строительные подряды. Это народные избранники, которые стоят на страже интересов большинства населения нашей страны. Предвосхищая причину, по которой до сих пор мы не зарегистрированы, я думаю, в этом кроется опасение в непредсказуемости наших действий, так как мы независимы и за нами нет никаких кураторов. Наши требования по регистрации 3 кандидатов в том, чтобы народ мог провести свободное волеизъявление. Мы хотели бы подчеркнуть, что предвзятостью и дискриминацией, которую мы сегодня наблюдаем в выборном процессе, наше общество ни в коем случае не извлечет ничего полезного. Сама власть подрывает свой фундамент, когда не дает простым народным представителям принять участие в подобных мероприятиях. Сама власть держится на основах общественной легитимности, которую, в принципе, таким образом она и подрывает. Основной наш посыл заключается в том, чтобы все кандидаты имели равные права и чтобы работа с избирательными комиссиями была упрощена и деполитизирована. Избирательная комиссия не должна принимать участие в политике и не должна заниматься казуистикой в угоду каким бы то ни было политическим партиям. В принципе, это вкратце то, что мы хотели до вас донести. Если у вас есть вопросы дополнительные, мы готовы на них ответить. То, что ЦИК вчера не зарегистрировал 3 кандидатов, Отроба, Какалия и Анкваб, это, с одной стороны, очень непонятная игра, потому что они имели полную возможность вчера зарегистрировать этих кандидатов, но этого не было сделано по тем или иным причинам. Каковы бы ни были причины, мы за честность, мы за равноправие. И я как уполномоченный представитель инициативной группы смело могу заявить, что те подписи, которые мы собрали, они являются настоящими. И если у ЦИКа есть какие-то сомнения по этому поводу, мы готовы предоставить доказательства подлинности каждой подписи. То есть каждая подпись
она является настоящим. Люди, которые подписали, а их чуть больше 3000 человек, каждый из них готов лично прийти и подписать заново. Насчет этого, если у ЦИКа возникнут вопросы, мы готовы предоставить им доказательства. Мы та команда, которая привыкла работать под психологическим давлением. Мы привыкли к тому, что у нас нет друзей. Мы привыкли к тому, что все на нас смотрят с опаской. И в этой ситуации, то есть если для политика, который окружен там родней, связями и так далее, большими деньгами, это стрессовая ситуация, то для нас это обычная ситуация. То есть мы привыкли так отстаивать свое убеждение. Уже несколько лет это происходит. Это происходило, сначала был президент Александр Золотинский Анквар, а в оппозиции был Рауль Джимкович Хаджимба. Мы оставили конкурсный подбор и декларирование. Потом, сейчас наоборот, мы будем отстаивали все это время то же самое. Да? Третий президент придет, допустим, я не знаю, кто угодно, да? Мы продолжим отстаивать эти темы. Более того, я вас, знаете, что думаю? С одной стороны, ЦИК, конечно, чуть подрезает нас на старте, но с другой стороны, вы не представляете, какую моральную поддержку мы получаем в обществе. То есть люди начинают нам сочувствовать, начинают помогать. Люди, которые никогда не помогали нам. Нигде. Они говорят, чем вам помочь, куда прийти. То есть, если раньше мы звали людей, пожалуйста, придите нам, вот нужно, чтобы вы посидели, взяли, то сейчас мы говорим, наоборот, не приходите, потому что ситуация изменилась. Знаете, у Марка Твена есть такое, с каждой моей неудачей моя слава росла. Вот с каждой нашей неудачей шансы Астамура Айба и мои будут повышаться. Я дополню, с вашего позволения. Если мы сегодня столкнулись с такой проблемой регистрации, не только мы, но еще и два кандидата народных, мы, наверное, должны сделать прежде всего так, чтобы в будущем ни один кандидат не испытал такое на себе, чтобы его невозможно было подрезать на старте, чтобы он мог участвовать в выборах, и закон о выборах надо пересмотреть. Все мы прекрасно осведомлены о том, как политические партии регистрируют своего кандидата, предоставляя лишь протокол за подписью председателя и печатью партии, при этом, естественно, собрав свой съезд. А простые люди, простые граждане, они вынуждены собирать 2-2,5 тысячи подписей реальных людей с реальными паспортными данными, с реальной подписью. При этом за предоставление данных, которые не соответствуют действительности, представители партии не несут никакой ответственности, в то время как простой гражданин должен по действующему законодательству нести полную ответственность за собранные данные. Мы отстаиваем не только свой допуск на выборы. Если не будет допущен Артур Анквар или Астамур Оторбан, мы будем выступать в их поддержку. Мы придем в суд, мы будем привозить избирателей, мы будем собирать вас, мы будем отстаивать их право баллотироваться также. То есть это не так, что вот, допустим, нас пустили, их нет, и мы забыли эту тему и пошли минус 2 конкурента. Ничего подобного, это прекрасные люди. Мы с ним в хороших отношениях. С Астамуром Оторбаном вообще старые друзья. Мы будем отстаивать их права, свои права. Это вопрос принципа. Хороший вопрос, Виталий. Замечательный вопрос. Вы знаете, как, Виталий? Мы приходили неоднократно в Центральную избирательную комиссию и просили указать на наш недостаток. В чем мы ошиблись? Нам говорят, у нас есть время, у нас есть профессионалы этого дела, которые ваши документы изучают. Все нормально, дожидайтесь вердикта. Мы говорим, может, помочь надо? Телефоны предоставим людей, избирателей, их самих позовем. То есть это все избиратели, понимаете, мы же в маленькой стране живем, мы же друг друга знаем все. Понимаете, это не какие-то избиратели, которые там по 500 рублей там когда не заплатили. Ничего подобного, это наши друзья, соседи, родственники, товарищи, однофамильцы, родня дальняя, ближняя,
те, кто и очень большой пласт людей, среди них те, кто на самом деле, вот здесь я вижу прекрасных людей, которых объединяет идея. Нас не объединяет там родственные отношения, вот мы собрались, родственники, хотим попасть во власть, или там вот Астамура назначат, а он нас подтянет вот к освоению бюджетных средств и так далее. Это не так вопрос стоит. То есть все мы друг друга знаем. Но нам говорят, не надо, все нормально. Ждите, ждем. До последнего дня ситуация откладывается, да? И в последний день, завтра мы уже точно получим ответ. Просто если мы уж получаем негативный ответ, то, может быть, стоило его получить раньше. Мы бы успели пройти суд, все, и пойти. И так 29 дней, это коротенький промежуток. Вы думаете, нам большие информационные ресурсы дадут на эти 29 дней? Ничего, нам поделят эфир, из этого эфира попытаются какие-то вопросы задать, которые бы нас вывели бы из себя. И нам останется немножечко, где мы сможем рассказать то, зачем мы идем. Во многом благодаря средствам массовой информации у нас сложилась вот такая модель государства. Когда кого-то убаюкивают, кого-то нахваливают и так далее, это не совсем честно. Мы хотели бы, Центральная избирательная комиссия, она предполагает открытость, правильно? Потому что мы должны знать, как проходят выборы. Мы хотели бы попросить АГТРК, средства массовой информации Республики Абхазия, независимые, государственные, присутствовать и осветить работу Центральной избирательной комиссии завтра, 26 числа. Мы хотим знать, какие аргументы за нас, какие против нас. То есть, когда вы поднимаете руку за нас или против нас, или пускать нас, или не пускать, мы хотим знать, на чем основывается это все. И мы хотим знать, кто как голосует. Это очень важно. Мы просим вас осветить работу Центральной избирательной комиссии, вернуть доверие избирателей к выборам, к власти,